Дорогие друзья, это проект «Испытано на себе», и мы сегодня будем тестировать новую видеокамеру от компании DJI Osmo Pocket 3. Будем тестировать портативную именно камеру, и для этого мы поедем как раз-таки на ледоход. У нас в городе Якутске, как раз-таки под Табагинским мысом, сейчас можно наблюдать прекрасное явление — ледоход на реке Лена. И мы как раз сейчас едем с Романом, будем пробовать снимать видео о ледоходе, ну и посмотрим, что у нас получится. Погнали! На самом деле решение было принято спонтанно. Буквально сегодня мы узнали из средств массовой информации о том, что идет ледоход. И река уже вскрылась. Тоже хотим поехать посмотреть. Ну и заодно оттестируем нашу камеру и посмотрим, на что она способна. Ну и вообще повидать, посмотреть, выехать на природу. Коли живем в Якутии, в городе Якутске, да? Тут буквально 15-20 минут, и мы уже на Табагинском мысе. Правда, конечно, сейчас пробки вечер. Я думаю, мы справимся. И как раз приедем к закату. Отличный кадр. Испытано на себе. Ну что, вот мы только выехали на Покровский тракт. Здесь у нас идет ремонт дороги. Немножко такая дорожка. Ну а вообще, в целом, мы будем, скажем так, снимать видео и описывать полностью, как мы... В каком режиме, да, мы снимаем, то есть полностью настройки, какая выдержка, каким образом все это дело делается, сколько там кадров в секунду и тому подобное. То есть это будет очень интересный контент для того человека, который только начинает заниматься видеосъемками. Да? Абсолютно верно. У нас Роман оператор со стажем, один из лучших операторов дрона. Ну а так я понимаю, Ром, ты же давно занимаешься видеосъемками, именно цифровыми камерами, зеркальными и тому подобное, то есть профессиональными. Да, конечно, с этим приходится работать, и если бы я не разбирался, то как бы я мог работать? Ну да, логично. Ну и надеюсь, ты нашим телезрителям объяснишь и покажешь в наилучшем виде, как можно. Максимально понятно, максимально как могу, понятно, конечно. Как получится. Надеюсь, получится хорошо. Да, потому что это же на самом деле очень большая проблема для вообще человека купил камеру, например, и там просто 100 настроек, и какая для какой, это же все с опытом Да, приходит. и человек, который не знаком с этим, даже не поймет, что он делает. Половину возможностей камеры даже использовать не будет, потому что не знает как. Да. И, возможно, ему и не надо, конечно, но он хочет. Ну, а мы же такие базовые настройки, да, наверное, посмотрим. Ну и попробуем хотя бы там пару режимов, там какой-нибудь гиперлапс ставим, Да, конечно. что-то в этом духе. Покажем, как его снимать, какие настройки лучше выбирать. Ну и надо отметить, что к нашему именно как раз-таки счастью, не то что счастью, к удаче, да, то, что именно сегодня начался ледоход. Почему к удаче? Потому что мы получили новую видеокамеру и как раз ее будем испытывать. Ну и вот для наших испытаний как раз подходит ледоход. Это просто бомбический пейзаж, вообще сам по себе факт интересный. Так, дорогие друзья, мы приехали, мы вот сейчас поднимаемся наверх, на сопку, на Табагинский мыс. И попытаемся, конечно, найти парковочные места. Надеюсь, будет свободно. Хотя, по всей видимости, поток большой. Здесь что-то машины, как бы не пришлось нам обратно спускаться. Будем пробовать. Я тут ни разу не был, кстати. Я тоже здесь ни разу не был. Вообще первый раз. Мы
В общем говоря, немножко перепутали дорогу. Хотели выехать на резиденцию, да? На чем мы хотели выехать? На Ленские зори. Да, мы хотели выехать на Ленские зори и, видимо, где-то немножко, скажем так, перепутали дорогу. Выехали на грунтовую дорожку и вот едем вперед. Вроде машины туда прошли, сзади нас едут. Так что, наверное, все-таки едут на ледоход. Думаем, что доедем. Вообще, подозреваю, это, по-моему, дорога на Лэп. Ну что, мы приехали на местность. Громко он уже вышел. Я тоже сейчас собираюсь, берем все оборудование и идем отсюда пешком, потому что мы не можем проехать непосредственно к самой сопке. Ну тут совсем недалеко, пройдемся немного, заодно разоемся. Дорога на мыс вот такая вот. Тут как бы... Да, тут прям на оборудованной машине только можно проехать. Пешком-то А если сложно. встал тут? Да, там вот машины ехали, газовали и встали. Нелегок путь. Но мы уже на природе, можно радоваться. Между прочим, ребята, комары летают. Уже появились первые комары. Меня даже один уже укусил за руку, пока я снимаю видео. Так, вон там, пойдем вон туда. Ну-ка, Рома, покажи-ка, что ты там провалился? Короче, понятно. Обувь мы взяли явно не ту. Так, ну что мы? Идем, прогуливаемся пешочком. В ожидании, прямо в ожидании увидеть эту локацию, чтобы посмотреть на ледоход. Ну и вообще, первые, как бы, летние деньки, да? Ну да, по сути, первые теплые дни. Ну, конечно, не самые первые, но самые нормальные, наверное, которые потом не меняются на холодные. Да, ты уже даже успел провалиться в лужу. Да, я уже почувствовал весь кайф якутского лета. И комаров. Слушай, а народ почему-то весь идет туда, а мы идем почему-то туда. Возможно, мы тупим, Ребята, мы, походу, немножко заблудились. да? Сейчас мы, да, будем менять свой маршрут. Потом мы пешком ушли налево, а все идут направо. Так, ну что, мы нашли свою дорогу. Вон я уже вижу лед, реку. Тут люди, очень много народу. Тоже приехали на смотровую. Некоторые даже с дронами. Уже опережают нас. Да, мы, кстати, дрон с собой не брали, поэтому подойдем, спросим. Лучше кадры, да. Да, Может быть, возьмем кадры. Вон там через лес виднеется река. Вид сверху прямо завораживает. В лесу так свежо, да? Хорошо. Ну, в натуре вообще очень свежо, тут классно, чистый воздух. По моим ощущениям, Ну, спешим на локацию, потому что уже закат. Вон сзади меня уже солнце садится. А я хотел тут поснимать немножко природу, сделать классные кадры, пофотографировать. Но Роман меня торопит. Говорит, у нас буквально осталось 30 минут, а нам еще снимать в 3 режимах, в таймлапсе, гиперлапсе, там в каком-то еще режиме. Ну, я в этом не силен. Сейчас как раз-таки у Романа мы спросим, как правильно ставить режимы и в каких настройках. Испытано на себе.
Ну что, мы добрались до сопки, да? До смотровой? Да, мы на ней. Тут, конечно, классно. Ну вот и ледоход в своей активной фазе. Ромчу, где будем ставить камеру? Прям тут? Да, наверное. Летает чей-то дрон. Мы попросим у них как. Да, да. Обязательно. А смотри, вон там внизу. Ага, очень крутой вид, смотри. Не-не-не, внизу есть опушка. Подножие, да? Да, может. Я предлагаю камеру поставить тут, потому что есть за что глазу ухватиться при просмотре. Можно наблюдать, вот, что стоят линии электропередач, которые тянутся встреч. А, Мне кажется, это с точки зрения эстетики интересно. ага. Ну вот, лично субъективный взгляд оператора говорит нам встать здесь и снимать тут. Ну давай попробуем. Давай попробуем. Ну, наша задача же главное вообще испытать камеру, ну и Я посмотреть очень по настройкам. испытываем камеру. На самом деле, это на чистом энтузиазме. Мгм. Сказал то, что мы надеемся на прекрасные кадры, так как мы еще дрон с собой даже не взяли. Придется просить, вдруг человек снимет не очень, и будет обидно, если не получится кадры красивые сделать. А мы пока начнем. Вот у нас в таком, у нас в такой сумочке вот находится камера наша DJI Osmo Pocket. Вот она, мы ее достаем. Вот она у нас. И мы хотим снимать очень много видео. У нас есть дополнительная батарейка, мы ее вот так цепляем. Сначала нажимаем кнопку, цепляем. Вот она цепанулась не совсем, теперь полностью. Ага, включаем камеру таким переворотом, флипом экрана. Так, она у нас не включилась, потому что мы поставили батарейку. Все, мы поставили камеру, все идеально. Кладем сумочку сюда, чтобы она нам не мешала. И сейчас будем устанавливать камеру непосредственно на платформу. Можем наблюдать, у нас уже появились конкуренты. Не, ну такое событие, что, это Да, же... нам не всё-таки жалко такое. ледохода. Могут снимать все. Мы готовы им поделиться. Так, ты сейчас что делаешь? Вот ты сейчас, получается, Я прикручиваешь... устанавливаю платформу, да, она у меня не совсем удобная на самом деле. А давай я подержу камеру. Не, Семен, вот у меня все получается. А, да? Ага, вот, в принципе, все получилось. Хочу установить очень сильно, чтобы она, не дай бог, не упала. Угу. Все, мы ставим. Легким движением руки камера встала на штатив. Ага. Штатив, между прочим, это обычный, да, какой-то? Или это прям какой-то фирменный? Нет, это обычный. Можете его найти в любом магазине, в каком только захотите. Ага. Как бы очень доступный и очень удобный, если честно. Так как он легкий и почти не занимает места. Мы сейчас будем устанавливать камеру вот в таком положении, чтобы, не дай бог, она не упала. И сейчас будем еще... Так, кто у нас так? Так, ты сейчас настройки там делаешь, да? Давай Мгм. настройки сразу снимем или что? Ага, настройки мы ставим просто камеру. Ой, момент. Так, я хочу ее подвинуть. Сам чуть ли не первый раз пользуюсь этой камерой, поэтому имею еще пока непонятности в ее управлении. Ага, вот все, я понял, как ее управлять. Все, останавливаем в таком режиме. Я думаю, довольно красивый кадр у нас получится. А, ты сейчас устанавливаешь именно ракурс, да? Как оно будет выглядеть? Ага. Вот такой ракурс мы поставим. И теперь мы будем выбирать настройки для... сначала выберем вообще таймлапс. Он нам нужен. Гиперлапс ставим. И получается, кадр у нас будет... 1 секунда видео у нас будет состоять из 30 секунд реальной жизни. Ну, надеюсь, поняли? Ага. Так, сейчас поставим настройки. Переходим в режим Pro. Вот так делаем. Это ты что сделал? Это я сейчас сделал, получается, выдержку. Поменял на 1200, чтобы у меня не был пересвеченный кадр. И самую поставил маленькую из возможных шкал ISO. Баланс белого я установлю в пределах 5500, наверное, чтобы не было слишком синее или слишком, наоборот, теплое изображение. И все. В принципе, мы готовы снимать. Делаем фокусировку.
И начинаем запись. Все. Че? Запись пошла. Ага, все, запись пошла. Поделимся с вами результатом. Ром, слушай, ну вот еще раз объясни, пожалуйста. Ты, получается, сейчас поставил баланс белого. Да, 5... баланс белого, мы поменяли выдержку, ISO, и в принципе все тут. Не-не, ну имеется в виду баланс белого, ты поставил 5500. 5500 у меня стоит. Да. Ага, 5500. Это для того, чтобы изображение не было слишком синеватым или слишком тепловатым, наоборот. Чтобы... Ну, это ты выбрал именно потому, что закат, да? То есть, Это я выбрал, да, потому что закат, потому что мы снимаем природу, конкретно общий пейзаж. Если бы мы снимали какое-то более крупное изображение, например, подснежник, которых тут очень много, я бы, наверное, поставил баланс белого, например, 5700. Или, возможно, наоборот, синеватый увел его, чтобы подчеркнуть контраст. А вообще баланс белого, он зависит от рассвет, день, закат? Это да? от многих параметров зависит. Это, наверное, больше как вы хотите передать настроение на видео. Что вы хотите показать и с каким это настроением должно быть показано. То есть это вот субъективное именно каждый оператор? Ну, не обязательно субъективное, но лично у меня, да. То есть ты смотришь на картинку? Да, я хочу передать... Если хочу теплое, радостное передать настроение, то, конечно, теплое. Если хочу такое грустное, грустинку, там, то, конечно, синее. Вот смотри, теплое это значит выше баланс белого, а синее это ниже. Это ниже, да. Это к 3000 и дальше. А выше это к 7000. Все понятно. А по поводу вот других параметров еще один. Ну вот выдержка у нас нет ND-фильтра, поэтому на выдержку мы не смотрим. По сути, мы ее установили, по идее, неправильно. Ну, а нам что бы и нет. А ISO у нас самое минимальное, потому что у нас так все ярко, в принципе, рассвет. Вот ISO это как раз-таки зависит от яркости. Да, зависит. Если темное у нас какое-то помещение, или уже садится солнце, уже село солнце, закат, ночь, то, конечно, будем ISO повышать, дабы картинка хоть что-то при себе имела. А так она будет слишком темная, если не повысить. Ну, насколько я знаю, это ISO это количество захватываемого света камеры. Да, по сути. И чем выше ISO, тем должно быть темнее на улице. Ну, то есть вместе. Тем светлее в самом кадре должно быть. Ну да, но при этом, когда мы используем высокое ISO при темном помещении. При темном помещении и темном времени суток. А так у нас сейчас ISO 50. Самое минимальное из возможного на этой камере. А максимальная здесь сколько? Максимальная там, по-моему, либо 12800, то есть либо 16 чем-то тысяч. Все понятно. То есть в разы меньше. Ну и плюс выдержка, ты говоришь, выдержка... Выдержку мы не смотрим на него, она стоит у нас 1600, потому что просто у нас нет ND-фильтра. Что есть, то есть. ND-фильтр это... Это для того, чтобы он как бы в дневное время суток, чтобы не было сильных засветов на кадре и чтобы не было сильных бликов. Два зайца в одном убивает. Ну, в общем говоря, очень много премудростей, оказывается, есть в настройке камеры. Но мы в данный момент настроили камеру на вечер, почти на закат и на режим гиперлапс. Да, верно. Все верно. Ну да. При этом гиперлапс. Для зрителей можешь объяснить гиперлапс? Гиперлапс, у нас конкретно не гиперлапс, у нас скорее таймлапс. Просто таймлапс поставили. У нас картинка не двигается, просто статичное изображение. А таймлапс, когда статичное изображение. Гиперлапс, когда во время, как можно сказать, когда во время таймлапса изображение начинает двигаться влево-вправо, вверх-вниз и так далее. Это называется гиперлапс. То есть картинка двигается. Но мы сейчас поставили именно в таймлапсе, то есть у нас камера не двигается, при этом она сейчас снимает один кадр в 30 секунд, да? Нет, 1 секунду она делает из 30 секунд реальной жизни. Реального времени. Ну, это то есть один кадр в течение 30 секунд? Нет, то есть каждые 30 секунд? Если мы снимаем 4К 60 кадров, это получается каждые 0,5 секунд. В 1 секунде 2 кадра делаются у нас сразу. А потом оно все склеивается автоматически. В 1 секунде делается 2 кадра? Да, 2 кадра. Это у нас сейчас стоит такая настройка. И в 30 секундах получается 1 секунда как бы видео при 60 кадров в секунду. Мы сейчас попробуем испытать 2 камеры. Тут на всей горе, в общем говоря, подснежники растут. Попробуем снять подснежники на iPhone и на камеру Osmo Pocket с определенными настройками, которые нам поставит Роман. Сейчас будем пробовать, а потом посмотрим разницу. Испытано на себе.
Так, Ром, ну что, снимаем камеру? Нам уже начали портить вид, так что больше ничего не остается сделать, кроме как снять камеру. А что у нас тут показывает? Он показывает, То, что получается... мы сделали... Давайте чуть-чуть подождем еще, буквально 5 секунд. И у нас будет 1 минута и 10 секунд ускоренного видео. Так, у нас получилось 35 минут съемок. Все это уложилось в минуту 10, да? Сейчас мы так предварительно глянем, что у нас получилось. Ну, интересно, доходит. Друзья, ну, в общем говоря, мы сняли Osmo Pocket. Сейчас будем ставить другую, да, камеру. Как она у тебя? Сонька? Sony 6400. Да, Sony 6400. Поставим также на таймлапс, да? Да, сначала посмотрим, вообще получаются ли мне какие-то кадры интересные, потом уже будем принимать решение. Ну, просто уже закат. Мы, в Становится принципе, немного холодно. да, мы уже тестировали, в принципе, нашу камеру. Попробуем сейчас еще сделать пару кадров на Соньку. Вот такую вот камеру. Мгм. Обычно камера, вот камера. Ну, это та камера, на которой мы работаем, правильно? Да, это обычно та камера, на которой мы работаем, но таскаем мы ее обычно попросту. В этот раз надо хоть что-то с ней сделать. Давай, Полезно. монтируй. В общем, Ромка сейчас будет монтировать камеру на штатив и пробовать снимать какие-то кадры. Так, вот мы прикрутили, Угу. устанавливаем на камеру. Конечно, теперь это весит куда более больше, чем было до этого. Поменяю центровку и начнем снимать видео. Видео Так. у нас будет направлено на те станции Lab, Ага. которые у нас находятся впереди. Берем мы крупняк, можем вот наблюдать, такую картинку мы получаем. И сейчас мы будем мимо этого всего максимально утяжелять штатив.
Так мне Ромка сейчас даст камеру, сам останется... Следить за другой камерой. Да, следить за другой камерой. Здесь очень много народу, и не хотелось бы... Чтобы ее кто-нибудь уронил, потому что она стоит денег, и это моя кормилица. Да, того хуже, чтобы никто не украл. Поэтому я даю Семену камеру, но предустановка на то, что она будет снимать в автоматическом режиме, чтобы Семен мог снять все, что он хотел. Ну то есть, если, допустим... Но баланс белого мы оставляем один, чтобы на других видео он не колеблился. Ну мы сможем сравнить качество Да, айфона конечно, съемки и Osmo Pocket, Да, правильно? конечно, можем. Ага. Сейчас я включу тебе. Как раз мне нужно вот именно в автомате, да? То есть, Ага. если, допустим, оператора у меня с собой не будет... У тебя не будет времени там думать о том, какие настройки поставить. Да, совершенно верно. Мне нужно вот как раз автоматический, самый простой автоматический режим. Вот, 4К 60 FPS, Мгм. даю Семену камеру, и он идет делать все, что хочет. Ну, дали мне игрушку. А что она не поворачивается? Как мне? А там есть отдельный режим. Вообще вот так она поворачивается. Джойстиком. Ага. Все. Главное, не нажми на вот на этот X+, а то у тебя начнет зум делать. Ну, то есть ты можешь нажать сюда, и теперь ты можешь делать зум наверх-вниз. Ну, можешь также нажать, и теперь ты зум не делаешь, а только камеру поворачиваешь. Все, я вот неопытный юзер пошел с автоматическим режимом. Она уже включена, правильно? Да, тебе надо только нажать запись. Как раз так. Да, и все. Ну все. Тут интуитивно все понятно. Ладно, все, я пошел, в общем говоря, снимать подснежники. Давай. Так, ну я взял камеру, в общем говоря, и иду на то же место, где осуществлял съемку айфоном. Ну, кстати, я могу сразу же включить, чтобы показать потом на видео. Джойстиком надо управлять. Надо немножко привыкнуть. Вот. В общем говоря, я настроил джойстиком, и теперь я пошел искать то место, где я осуществлял съемку именно айфоном, чтобы потом сравнить вот эти полученные кадры, и чтобы мне потом Рома мог объяснить, в чем прелести именно этой камеры, либо съемки айфоном. Но я вот неопытный юзер, всегда снимал только на телефон. И вот мне дали, в общем говоря, камеру, иду искать то самое место. Так, то самое место, это было где-то здесь. Где-то здесь, и я тут оставлял следы. Вот как раз таки мои следы, где я стоял, и отсюда осуществлял съемку. То есть я ставил левую ногу вот сюда, правую ногу вот сюда, и снимал айфоном вот так. И теперь то же самое я попытаюсь сделать на камеру с автоматическими настройками. Ну вот на эту камеру. А потом посмотрим результат. Тут джойстиком, конечно, управлять как-то это сложновато, честно скажу. Ну, в общем, сейчас что-то буду пробовать. Ну что, задача выполнена. При монтаже потом посмотрим, какая камера как сняла, какими настройками, как лучше это делать. И обязательно спросим специалиста Романа, чтобы он откомментировал вообще о результатах проведенной работы. Народу здесь очень много. Люди приходят, приезжают. Кто пешком, кто может проехать на джипах. Смотрят за ледоходом. Вот есть счастливая возможность увидеть запуск дрона. В общем говоря, люди приезжают сюда, делают фотографии, прям семьями приезжают, отдыхают, смотрят, наслаждаются видами, запускают дроны.
всевозможной техникой осуществляют съемку ледохода. И вот первый комар. Он меня пытается укусить. Макас, Семена кушает комар. мне больно. Можем разглядеть. Очень крутой кадр у нас тут с комаром получается. Он там наполняется кровью, да? Ага. Я предлагаю его выгнать. Не-не-не, пусть уже сидит. Максимально, сколько можем разглядеть его. О, Он брюхий. Я думаю, надо его выгнать, Семену больно. Все. Ну, вот мы наснимали, в принципе, сколько нам надо. 700 кадров, я думаю, что это достаточно. Уже темно, холодно, комары меня жрут лично. Я не знаю, как Семена. Ну, Семена точно жрали. Я видел. да, меня там один комар точно укусил. Ну, Я на всё. него охотился, но он... Останавливаем запись. Так, у нас что, сколько? 700 кадров, да? 700 кадров, и мы израсходовали почти всю батарейку. М. И вот можем так предварительно глянуть, конечно, на монтаже вы увидите это красиво, но для меня это будет где-то часа 2 мучения в Lightroom. Приложение для обработки. Мгм. Давайте посмотрим, как вот это все выглядело. Я могу даже включить, в принципе. Конечно, будет более плавно. Это так. Скажем так, грубо. Это он предварительный просмотр, грубо говоря. Ну, мы уже сейчас можем наблюдать, как красиво садится, в принципе, солнышко. Испытано на себе. Да, на улице уже похолодало, потемнело, повечерело. Мы, в принципе, сделали все, что хотели сделать. Сняли на 2 камеры, на iPhone даже поснимали. Ну и все, собираемся ехать в сторону дома. Будем дальше монтировать, смотреть, изучать и анализировать. Ну вот, завершились наши съемки, да, наши испытания. На самом деле, нелегкая эта работа операторская, оказывается. Это Да. все приходит с опытом, насколько я понял. Потому что, Без Вот эти- опыта никак. да, вот с этими настройками, да, то есть какие-то выдержки, ISO, что там еще, баланс белого и тому подобное, это все надо мало того, что знать, что оно из себя представляет, так еще и понимать, в какое Как оно на время. практике будет. Да, в какое время на практике. Это просто годы, видимо, тренировок. Особенно если ты с ранних лет этим занимаешься, А ты со скольки лет занимаешься? с 15. О, прям с 15 лет. Мне явно проще, чем тебе. Ага. потому что Ну да. Ну, между прочим, я когда-то в детстве занимался видеосъемкой на VHS. Мы, с Ну, это ребят- явно не цифра. мы с ребятами даже снимали кино. Ну, там что-то про бандитов было. Тогда, в 90-е, было это очень популярно. Пару раз сняли видео. Среди кассеты надо бы найти. В общем, в целом. А так ты говоришь, в общем говоря, с 15 лет, да, ты занимаешься вот этими фотографированием, съемками. Ну да, в общем, и видео, и фото. Да. Мгм. Ну вот видите, это просто опыт. Так, ну что, идем? Идем в сторону машины и поедем домой. Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, это был проект «Испытано на себе». И сегодня мы в первый раз приехали на Табагинский мыс. Непосредственно встали под вышкой, посмотрели на ледоход. Это такое замечательное событие вообще. Ну а так мы сделали тесты разных камер в разных режимах. И будем далее монтировать, смотреть, изучать и анализировать. В целом все прошло удачно. Надеюсь, данная передача поможет новичкам, ну и опытным пользователям в видеографии, ну вообще в видеосъемках и в операторском искусстве. А так, до новых встреч!